Первой со своей просьбой к заместителю полномочного представителя президента в ЦФО обратилась Светлана Бирюлина. По ее словам, участок дороги от памятника артиллеристам до зеленого хозяйства по улице Калинина не ремонтировался несколько лет. Прокомментировать решение по этому вопросу Мурат Зязиков попросил главу Брянской городской администрации Вячеслава Тулупова. Конкретно, если говорить по объему, достаточно на сегодня выделено денежных средств для того, чтобы по улице Калинина сделать хорошую дорогу. Участок один от магазина и сюда до зеленого хозяйства, разворотное кольцо, оно будет предусмотрено выполнить в полном объеме. Значит, от магазина и до Пушки, значит, здесь будет проведен пока только текущий ремонт. Поскольку асфальтное покрытие там еще позволяет. Сергей Харитонов обратился с просьбой помочь получить жилье. Сергей сирота, недавно пришел из армии и устроился на работу. В очереди на получение квартиры он 8-й. Сейчас Сергею предоставлено временное жилье. На сегодняшний день у нас по улице Евдокимова, дом 1, у нас живут 25 наших детей-сирот, которые пока еще ждут очереди. Но во всяком случае, я еще раз повторяю, они не брошены на произвол судьбы. Поэтому мы отслеживаем ситуацию, в том числе отслеживали ситуацию и судьбу Сережи. В этом году на приобретение жилья для детей-сирот было выделено больше 200 миллионов рублей. Уже куплено 174 квартиры. Свое жилье в новом доме по улице Флотской Сергей Харитонов получит уже в сентябре. Давайте мы сделаем так, наверное, чтобы показать дом и показать, может быть, уже квартиру, если речь идет о том, что мы там до сентября это планируем, да, решить. Прям провести. Один из записавшихся на прием приехал в Брянск из Трубчевска. Павел Гордеев занимает должность директора в детско-юношеской спортивной школе. Недавно там открылось отделение пауэрлифтинга. Павел Гордеев обратился с просьбой помочь в приобретении спортинвентаря. По поручению Мурата Зязикова этот вопрос будет решен к началу учебного года. Светлана Аниканова обратилась от имени всех жителей села Лопуш с просьбой о капитальном ремонте водопроводной сети по улице Деснянской. О том, как будет решаться эта проблема, рассказала глава администрации Выгонического района. Мы сегодня начали работы в данном населенном пункте, выполнили все предварительные работы. Это и проектно-сметную документацию. Я думаю, что эти работы, благодаря президенту, при поддержке губернатора, в вашем личном участии, мы 1 октября закончим. И я приглашаю вас на открытие водопровода в поселке Лопуш. Мурат Зязиков пообещал всем пришедшим на прием жителям Брянской области, что их вопросы будут решены в кратчайшие сроки, и назначил ответственных за выполнение конкретных задач. С контроля снимается вопрос тогда, когда он решен. То есть определяет сроки исполнения, исполнители, заявитель при этом присутствует, и он говорит о том, что устраивает его решение вопроса или не устраивает. Он получает письменный документ, где говорится о том, что как будет решаться этот вопрос. По поручению заместителя полномочного представителя президента Российской Федерации в ЦФО Мурата Зязикова большинство вопросов, с которыми обратились жители области, будут решены к началу осени. Евгения Павлюкова, Александр Егоров. События Брянск.